Утром после плотного традиционного турецкого завтрака кахвалты, во время которого познакомились с Инсафом, поехали менять колеса. Оставили машину и, как принято тут, ключи от машины и загрузились в Киа. Все 6. Инсаф любезно предложил прокатиться по окрестностям, посмотреть красоты Анталии. Как ощущение? Такое, знаешь, как с американской горки там подкатываешься. Окей. Дергай. Ага. Сам себя запускаешь. Поехали. Эй, да, бисмилля. Ой, Худаем. Как ощущения ваши? Оксана, пальцы рук побелели даже. Да? Отпусти маленько, ну. По-моему, металл сдавился, нет? Сзади она. Сзади. Ее дергать. Почему? Дернуть и сразу отпустить. Ох, сейчас будет. Видео снимаешь? Сейчас фото надо. Ну а позже Наиль организовал встречу татар, живущих в Анталии. Собрались мы на берегу моря под пальмами, где пожарили шашлыки и пели песни, и Анталия предстала перед нами совсем другой, нежели 15 лет назад. Такой родной, такой своей. Сайра, сайра. Сайрым. Понимаешь, китабын Челябинен хатны килген, китабын алып килмеген, понимаешь, прямо айтам бит, әйтерсең теге язмыш булгандыр инде ул теге. Күрешергә. Татарстанда соңгы тапкыр 10 ел элек очраштык. 10 ел. 10 ел булды. Браво! Браво! Asılı fışını sandım Arın kim ayrılmışlar bilmir Ayrılır sağışların Boğaz kanadı kavri kavri Ölürmem soğuldu yerge Ölürmedim indi sıklı tapı Her vakıtta yerlerimle sinem. В общем, пели мы до глубокой ночи. И кажется, даже воды Средиземного моря притихли, вслушиваясь в красоту татарских песен. И кажется, Турция любила нас, своих путешественников-мусафиров. Наши сердца были ей полностью открыты и бесконечно благодарны за такое гостеприимство. И вот эти вот росписи, конечно, вообще замечательно. Вандальеры люди, да? Ничего себе, какое место. Ручная работа, потому что? Ну, слайдеры.
Сергей, короче, обломал тут. Ну, все чисто по-турецки произошло. Он говорит, я говорю, Google, говорю, только вас, говорю, пожалуйста, работает. Да, говорит. Анталия продолжала нас баловать, открывая свои объятия. Мы гуляли, фотографировались, наслаждались хорошей погодой, татарским гостеприимством и турецкой кухней. Мне после Таиланда ничего страшного? Nişek? Neydi bu? Пусти шестали var. Evet. Че, как? Остро солнышко. Сильно? Нет, Нормально? Перец попросите? относительно. Наиль и сегодня организовал творческую встречу, где я лично напелась вдоволь. Tam bilen kildiler kişiler, kurdiler yaralı yigitni. Kıtıllar kaşıp şiit yüge, ümmet bilen hımlar sırdalar. Встреча получилась действительно творческой, очень душевной. Потом нас пригласили на ужин, а после него еще в одно кафе, где подают самый вкусный в Анталии кюнефе. Кюнефе – это знаменитый турецкий десерт, который подают горячим с куском мороженого сверху. Те, кто жили в Анталии, спорили насчет вкуса, а мы такое блюдо пробовали впервые. Посиделки закончились, когда было уже глубоко за полночь. Для нас Анталия навсегда останется бесконечно гостеприимной частью Турции, благодаря этим людям, которые приняли нас здесь как родных. Утром мы снова встретились с Инсафом. Заехали на станцию сход-развала и поехали завтракать. Уезжать было грустно, поэтому завтрак длился часа 2. Тянули время как могли. Перед дорогой заскочили в супермаркет, купили необходимые продукты и уже после полудня выдвинулись в сторону Мерсина. Дорога шла по берегу Средиземного моря. За окнами проносились известные всем курорты Сиде, Аланья и даже Махмутлар, где мы отдыхали в 2014 году. Проезжая мимо этого городка, пришло понимание, насколько же такой отдых отличается от того, что мы видим, испытываем и впитываем сейчас. Мир обнимает нас, а мы его. Чем ближе мы становились к Мерсину, тем интереснее становился ландшафт. Мы ехали по серпантинам в гуще тумана и не могли налюбоваться. Когда солнце упало за горизонт, мы начали искать место для ночлега. Мы даже остановились в одном месте, увидев дома на колесах и какие-то руины.
Ночевать мы там не остались, поехали дальше. Как потом оказалось, это были, внимание, руины древнего города Илауса Себаста, основанный во II веке до нашей эры. Но мы все это пропустили. Ночевали мы в другом автокемпинге. Там был всего один автодом и наша Гранта. Позавтракав, поехали дальше. Дорогу построили до Самсуна. Фактически, находясь между Черным и Средиземным морями, наслаждались природой Турции. Один раз останавливались, покупали фрукты и хлеб. В одном месте поели. Заправлялись до сих пор газом. Кстати, здесь на всех заправках есть уборные. Когда привыкаешь к такому комфорту, потом трудно отвыкнуть. Останавливались у озера, которое вышло из берегов из-за сильных дождей, которые шли до того, как мы приехали, и затопило дорогу, проходившую рядом. После заката на дорогу легли густой туман и ночь. И мы, не доехав до Самсуна километров 70, свернули с дороги в лес и легли спать. Мы сегодня ночевали в таком месте. Завтрак наш. Здесь лес. Здесь лес. Здесь лес. Весь наш следующий день Турция любила нас туманами и дождями. Мы ехали по Черноморскому побережью, пронизывая города и поселки, расположенные вдоль него, словно жемчужные бусинки, в прекрасное ожерелье нашего путешествия. А нас пронизывала грусть. Мы были влюблены в Турцию, и хотелось переночевать на ее земле еще хотя бы одну ночку. Мы наблюдали за пролетающими за окнами Гранта городами сквозь призму дождевых капель и за волнами Черного моря, бушующего слева от нас. Пару раз останавливались на его берегу, но не нашли пристанище. Это Черное море. Бушует. На карте мы обнаружили водопад и решили попытать счастье там. Дорога к нему была совсем не туристическая, и чем больше мы углублялись в горы, тем больше надежды найти место для ночевки заполнялись наши сердца. Мы ехали серпантинами среди скал и джунглей, но, доехав, поняли, что до самого водопада добраться не получится, так как дорогу перекрыла техника, которая ремонтировала эту дорогу. Ну а здесь был какой-то ресторан, люди, машины, в общем, не для ночевки место. Но мы приняли это как прощальный подарок от Турции. Еще несколько часов наслаждения ее удивительными пейзажами, невероятно красивой природой. Мы поехали обратно на берег моря. Попрощавшись с бесконечно гостеприимной и ставшей такой родной нам страной и проводив уходящее к далекому морскому горизонту солнце, поехали в Сарпи пересекать границу с Грузией. Это у нас заняло всего 1 час. Мы доехали до Батуми и немного прогулялись по ночному городу.
Затем уехали на окраину города, нашли тихое местечко на берегу моря с видом на ночные огни Батуми и улеглись спать, что всю ночь нас баюкал прибой и настырный сверчок. На следующий день проснулись в 5 утра и, традиционно выпив кофе, вновь выдвинулись в дорогу в сторону Верхнего Ларса, на границу Грузии и России. Стол на двоих это у нас. Большой такой стол. Сад. Границу мы пересекали 1,5 часа, а дальше поехали уже по знакомой нам дороге через Владикавказ, Калмыкию, Саратов. На дороге Владикавказ-Буденновск нас застал жутко красивый ливень и град. Молния сверкала со всех 4 сторон. Мы были в самом сердце природной стихии. До того, как добрались до Челябинска, мы встречали еще 3 заката и 3 рассвета на Буденновске, Саратовской области и в Башкортостане, в Октябрьском районе, на берегу реки Ик. Во время путешествия ты привыкаешь принимать то, что есть, без возмущения, без внутреннего бунта, без боев. Ты приходишь к компромиссу с тем, что вокруг. Не ругаешь плохие дороги, дождь или жару, не возмущаешься усталости, неудобному положению для сна или его недостатку, шуму морского прибоя или пролетающих машин ночью, холоду, сковывающего мышцы или неизбежности палящего солнца. Это все часть великого и прекрасного путешествия жизни. Принять и быть благодарным, позволить событию и жизни происходить, соединиться с тем, что есть, это как выздороветь, задышать, жить. Под нашими колесами пронеслись 12 тысяч километров. 21 день нашей жизни были полны жизни. Наш мир огромен и бесконечно красив, и впереди нас ждут еще много-много неизведанных нами дорог, удивительных мест и незабываемых путешествий. До следующих встреч. Пока-пока.